И мне было интересно, как можно превратить процесс готовку в живой перформанс. Could you please talk into the microphone because I really can't hear you when you don't. Can you hear me now? Yes. Okay. So I was thinking about cookbook and cooking show and how they talk about step 1, 2, 3, 4 and it's all ready made. Мысли мои занимала кулинарная книга и то, как происходит процесс приготовления пищи, как он там разбит пошагово: шаг 1, шаг 2, шаг 3 и до готовности. In TV cooking show, they zoom in. Например, есть такие телевизионные кулинарные шоу, когда зумом наводится камера. Instead of using camera, I use the lens to go closer to your eyes. Вместо того, чтобы использовать камеру, я использовала расстояние, чтобы ближе подойти к вашим глазам. Sometimes TV cooking show have a different perspective. Иногда в телевизионных кулинарных шоу ракурс другой. So I cooked my pasta up high, vertically. Поэтому я свою пасту готовила вертикально, то есть высоко. So that's some of the pieces that was between theater and gallery. Вот некоторые из работ, которые как бы между театром и галереей. And I made a sculpture that could go to the street, gallery, or anywhere. И я создала скульптуру, которая может быть на улице, в галерее и где угодно. This piece is called feedback. Это фрагмент, который называется feedback или обратная связь. They're two-sided forks. Здесь вилка с двумя концами. And furniture was found on the street. И мебель, которую я нашла на улице. And here is radio embedded. А вот здесь встроено радио. So I catch anybody in the street. То есть я выбираю просто прохожего на улице. And ask 3 things. И прошу его сделать 3 вещи. 1, please cooperate with me to finish eating. Первое, пожалуйста, присоединитесь ко мне, чтобы завершить еду. 2, keep talking to entertain the table. Второе, пожалуйста, разговаривайте, чтобы за столом было повеселее. 3, it's very rude to talk when your mouth is filled with food. И третье, вы знаете, очень невежливо говорить, когда у вас во рту еда. As a result, we had very disjointed conversation. В результате у нас получился очень разорванный разговор. Because when he's eating, I'm talking. Потому что когда он ест, я разговариваю. Maybe about weather. В основном о погоде. And fork's gonna go this way, I'm gonna eat. He might be talking about hip-hop. А потом вилка меняет свое положение, и я начинаю есть, а мой собеседник может говорить, например, о хип-хопе. And there are different situations I dined. И бывают разные ситуации, в которых мне приходилось есть. Okay, so maybe another work. This is called Remembering, Modifying, Developing. Вот другая работа, она называется «Помнить, менять, развивать». Okay. This piece consists of many vignettes. В этой работе очень много виньеток использовано. As an installation, there are different cameras hung from the ceiling. В качестве инсталляции у нас выступают разные камеры, которые свешиваются с потолка. There are live streams to different TV screens. И их свет стекает на разные телеэкраны. And they are hung with mobiles, so when people come in and bump into things or cause wind, view changes. Они подвешены на мобильных каналах, таким образом, когда люди заходят в зал и смотрят, то возникает движение воздуха, и вид таким образом меняется. When I perform, for example, this one is called conduct. Когда я делаю перформанс, вот пример работы, который называется conduct.
And I improvise with collected shopping bags. И здесь я импровизирую с пластиковыми пакетами, которые дают в магазинах при покупках. I was interested in these objects because when I grew up moving to different houses. Мне были всегда интересны эти предметы, потому что в моем детстве мы очень много переезжали в разные дома. And different family had different way to store shopping bags. И в разных семьях вот эти пакеты покупочные хранились по-разному. Some people fold it really nicely in triangle. Некоторые их очень симпатично складывали треугольниками. Other people just go like. Некоторые вот так вот комкой бросали. And some people shove it underneath the sink. Некоторые запихивали под раковину. Other people put it, make a knot and then put it in the drawer. А были люди, которые связывали в узел и клали в ящик. Habits interest me. Привычки очень интересно мне всегда было. So I improvised with these bags. Поэтому в этой работе я импровизировала с пластиковыми пакетами. And there are other objects like this one, moving wall. There's elastic with potatoes. Были и другие предметы, с которыми я импровизировала. Вот, например, здесь движутся такие резиновые жгуты, на которых, например, картошка. So I pushed them towards the wall, playing the potatoes like drums. Я отталкивала их к стене и играла картошками, как будто это был барабан. And then push it back, going inside this furniture and push the wall back from the wall. А потом обратно, так что картошка пролетала внутри этого каркаса и потом снова стукалась о стену. Even further away. Даже дальше. And I start to lecture on this wall. А потом я начинала читать лекцию, используя эту стену. As you see, I'm interested in each object having multiple functions. Как видите, меня интересует возможность сделать так, чтобы каждый объект, предмет приобретал различные функции. I'm going to talk about another rule of my art making. И еще я расскажу вам о одном правиле моего искусства. Art piece has to have many entrances and many exits. Произведения искусства должны иметь много входов и много выходов. I have association with plastic bags, but I don't know what your associations are. Например, у меня возникает ассоциация с пластиковыми полиэтиленовыми пакетами. Я не знаю, какие ассоциации возникают у вас. We share only a little bit in the middle, right? Общего у нас только немного того, что находится между мной и вами. So I want to keep it open-ended that way. Поэтому мне хочется, чтобы это пространство оставалось открытым. Other things I do in this piece is this music stand that I made to become a curator. И еще в этой же работе я использую такой музыкальный стенд, который для меня служит теткой. And I grate potatoes on this music stand. И вот на этом стенде музыкальном я тру картошку. There is sound, and then smell, Возникает звук, возникает запах and appetite. и аппетит. And then I start to use the same wall and lecture about all sorts of people and habits. А потом я использую ту же самую стену и читаю лекцию о разных типах людей и привычках. By the way, this wooden thing at the back are my menus. Например, вот эта вот деревянная штука за моим мольбертом – это мое меню. Menus of performance vignettes. Это меню моих перформансов-виньеток. Sometimes I ask audience to order, Иногда я прошу аудиторию заказывать. like I did today. Вот как, например, вас спросила. Or other times they just remain there as indicator. А иногда они остаются там, как просто знак, символ. It reminds me what I can do when I forget. Для меня это знак, который напоминает мне о том, что я могу сделать, если я вдруг забываю. So basically this piece, I repeat it every day. Вот эту работу я повторяла каждый день. And I'm interested in habits
So that's why I repeat to see how habits are born. И меня очень интересуют привычки, поэтому я и повторяю эту процедуру каждый день, для того, чтобы увидеть, как рождаются привычки. I can show you one video before, which came from those cameras that hang from ceilings. Теперь давайте я покажу вам одну видеозапись, которая была снята висящими мобильными камерами на потолках. This I made because I usually don't document my performances. Я сделала эту работу, потому что обычно я никак не записываю, не документирую мои перформансы. But for me, this time, the video makes sense as artwork. Но мне кажется, что в этом случае видео имеет собственную ценность как произведение искусства. Because I was talking about habit and repetition, I could use video to convey that too. Потому что я говорила о привычке о повторении, и мне кажется, что видео может быть использовано для того, чтобы эту идею передать. The top row, second row, third row is day 1, day 2, day 3. Ряды, первый, второй, третий, здесь подразделены, соответственно, дням. День первый, второй, третий. Camera 1, Первая камера, camera 2, вторая камера, camera 3. третья камера. And when I did this piece, the camera was live streaming. Когда я делала эту работу, камера вращалась и меняла работу. But one of the monitor played the footage from the day before. А на одном из мониторов проигрывалась запись предыдущего дня. So with the sound from yesterday, I record today over everything. Таким образом, сегодня, находясь как бы камерой над всем, я записываю сегодняшнее действие со вчерашним звуком. By the end of the month, the sound got accumulated and it became very thick sound of every day. К концу месяца звук аккумулировался и получился очень насыщенный, плотный звук, который впитал в себя каждый день работы. So like this, I like performing many times and develop with the piece. Ну вот, таким образом, мне нравится перформанс повторять много-много раз и таким образом развиваться вместе с развитием моей работы. Do you want more pieces or maybe move to the another one?